И вернемся к очень важному видеозвонку. Сергей Соболев из Новосибирской области. Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам Соболев Сергей Максимович. 13 ноября 2022 года заключил контракт с частной военной компанией сроком на 6 месяцев. По возвращению домой обратился в военный комиссариат города Искитима для получения удостоверения ветеран боевых действий, на что получил отказ. Обратился в фонд «Защитники Отечества», на что получил отказ. Обратился в Центр социальной поддержки населения города Искитима, на что получил отказ. Прошу разобраться в данной ситуации, так как большинство моих боевых товарищей также проходили службу в этой частной военной компании. И таких вопросов очень много. Да, вы знаете, в чем проблема? Проблема есть. И я думаю, что это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений. Но все люди, я знаю этих людей, не понаслышке, у меня есть среди моих близких моих связей, дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают вот рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди. Некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство знает этот настрой. Если нужно, а может быть без этого не обойтись, внести изменения в закон, значит, и это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, обещаю, мы будем к этому стремиться.